Они придумывают идеи, они ищут новые решения, объединяются, чтобы вместе создать оригинальный проект. Сотворчество – это то, что их вдохновляет, заставляет идти вперед, делает их сильнее. Они утверждают вечные ценности жизни, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Творческие личности и коллективы, авторы феноменальных идей и проектов, нетривиальных картин и театральных постановок, деятели современной казахстанской науки и культуры, люди, которые однажды решили удивить мир. В документальном цикле «Magic of Creation». Сейчас твой персонаж, он должен просто размышлять о жизни. Он философ. Да, пофилософствовать на тему природы, жизни. Да. И то, что вокруг происходит, он воспринимает просто как бы какое-то представление театральное. Да. К которому он вообще не причастен даже. Просто он должен быть в какой-то прострации такой, не унылой, а светлой, что ли. Вот как посторонний из камео, он наблюдает это со стороны. Кинорежиссер и сценарист Адильхан Ержанов – один из ярких представителей казахстанского артхаусного кино. Но его новая картина «Стрельба в 11-м микрорайоне» для него скорее нетипична. Это первая попытка кинорежиссера снять зрительское коммерческое кино. Исполнительный продюсер картины Серик Абишев. С Адильханом Ержановым он знаком со студенческих лет. Их совместное творчество началось с короткометражных фильмов. Затем они вместе основали студию Short Brothers и сегодня представляют один из самых плодотворных тандемов в кино Казахстана. Нас с Адильханом объединяет любовь к кино, в первую очередь, понимание кино. У нас похожие вкусы на фильмы. Нам нравятся одни и те же фильмы, можно сказать, направления в кино. Красный цвет, понятно, красный и желтый цвет – это цвета Ван Гога, это цвета Матисса. Это то, куда мы идем. Фавизм, примитивизм – это вот слагаемые нашего фильма, нашей концепции. Не будет ли диссонанса от того, что мы попытаемся в одних и тех же кадрах использовать и Ван Гога, и Матисса? Нет, Матисса и Ван Гога мы не используем. Да, все равно будет какая-то отсылка какая-то, да? Вот, например, ботинки Ван Гога, да, какая-то вот что-то. Не обязательно даже, чтобы герой увидел отсылки к Руссо. Для нас он важен как вдохновение. Для нас он важен как некие ориентиры, которых нам нужно придерживаться. И эти ориентиры должны быть железные. Потому что важнее всего в искусстве это целостность. Мне кажется, люди приходят в кино для творчества. А творчество может быть только тогда, когда есть единство мышления. И вот самое сложное возникает в начале, когда пытаешься добиться единства концепции. И если этого добились, тогда здорово. Тогда режиссура превращается в какое-то творчество настоящее. Именно стиль и узнаваемый киноязык сделали Адильхана Ержанова одним из самых своеобразных, заметных режиссеров в современном казахстанском кино. Он пробовал себя в разных жанрах – от триллеров, фэнтези до трагикомедии. Большим событием в мире кино стали его фильмы острой социальной направленности «Хозяева» и «Чума в ауле Каратас». Кино абсурда, социального гротеска, острой сатиры и провокационной драмы. Как только не называли критики эти фильмы. Поиски правды жизни и справедливости привели Адильхана в лагерь партизанского кино. Это объединение молодых казахстанских кинематографистов сродни кинематографу рассерженных британцев или новой французской волне. Фильмы молодых бунтарей отличали малый бюджет, острые темы и попытка сказать свое слово в искусстве. «Хозяева» — это был социально ориентированный фильм, и в «Чуме» я рассматривал героя, который руководствовался такими идеями справедливости, но все равно, на мой взгляд, это были немножечко схематичные идеи. А здесь я прихожу к тому, что все-таки самая вечная, единственная, неприходящая сила – это любовь. И
В этом смысле все, что можно противопоставить социальной несправедливости и вообще несправедливости, которая происходила всегда, во все времена и в любом месте, это любовь. То, что может спасти человека от падения. Вы хотите устроить испытательный срок? Мы должны сперва подружиться, изучить друг друга. Вообще, Салтанат, я тебе предлагаю переехать ко мне на квартиру. Мы там с тобой будем жить как друзья. Я тебя вообще не трону, Салтанат. И постепенно буду выплачивать все, что тебе надо, сделаю. Вот гарант твой дядя. Я люблю истории такие компактные, в которых я не люблю вдаваться в эти флешбеки, в предысторию. Я люблю начинать с той точки, с которой уже герой идет к своему финалу. Герой и героиня приезжают в город, и город проверяет на прочность их моральную стойкость, их нравственную стойкость. И герой, и героиня, они все-таки преображаются. Может, в худшую сторону, может, в лучшую сторону. Происходит борьба за идеалы. И вот все, что их может спасти, это любовь. Но в итоге, что победит, это уже, как бы увидите в фильме. Город, в котором происходит основное действие картины, не имеет названия. В отличие от предыдущих фильмов Ержанова, в нем нет условностей сюра. Режиссеру важны детали реального мира, некие точки, через которые проходит сюжетная линия героев. Одну из сцен, больницу, снимали прямо в коридоре киностудии «Казахфильм». 11.1.3. Полная тишина, цепление работает и начали. Для меня это не просто история любви, история городских Ромео и Джульетты, а это история людей, которые противостоят обществу, вооружившись любовью. В фильме не будет вражды семейств и шекспировских страстей, но героев ждет немало драматических испытаний и сложных проблем. Главная героиня Салтанат из бедной семьи. Ее отец погряз в долгах и нашел единственный выход из ситуации – застрелился. Главный герой находится на распутье судьбы и должен сделать решающий жизненный выбор. А у тебя какие планы, брат? Подзаработаю, женюсь. А девушка есть у тебя? Есть. А ты знаешь, я думаю, ничего не важно в этом мире. Не важно ни государство, ни родственники. Ничего не важно в этом мире. Только любовь. Она только настоящая. Все проходит. Только она остается. Для Куандыка Дюсимбаева это первая главная роль в кино. По признанию актера, у его персонажа немного слов, но каждая фраза несет большую смысловую нагрузку, психологически выверена. Все происходит так, как бывает в жизни. У вас уже была беседа, вы уже это. И как это бывает в беседах, когда уже исчерпана тема, вы просто молчите, каждый слово думаете, а потом ты как будто бы подытоживаешь вот то, о чем говорили. Главного героя я уже писал под него, под Куандыка. Я примерно знал его реакции, я знал, что он сможет этот образ пронести через весь фильм. Это ему будет несложно, потому что он и является этим персонажем. Но я увидел Динару Бактыбаеву по фильму «Он и она», и я знал, что она сможет это сыграть. Она прислала видеопробу, и я понял, что это она, что это именно та героиня. Я немного у дяди поживу.
Вернусь. Ты с лестницы больше не падай, ладно? Салтанат. В моем жизни нет ничего. Но есть самое хорошее. Это ты. Если ты уйдешь, ты обратно не вернешься. Ты станешь как все. Сценарий новой картины, как и в предыдущих фильмах, Адельхан написал сам. Поэтому ему легче импровизировать на съемочной площадке. В каждой мизансцене режиссер стремится приблизиться к настоящей жизни. Вместе с актерами он проживает каждый эпизод судьбы героев, пытается понять мотивы их поступков. Только так можно снять искреннее, честное кино. Не нужно ее уговаривать. Тебе плевать вообще на то, что она подумает. Тебе сейчас самое главное просто честно самой себе признаться. На мой взгляд, кто такой режиссер в работе с актерами? Это Вергилий, который проводит Данте через все круги ада. То есть Вергилий объясняет, что происходит здесь, не что он должен чувствовать, а что происходит. И тогда актер уже понимает, что он должен чувствовать. Для меня работа с актерами – это прежде всего самому понять, что происходит, почувствовать это. И если я это почувствовал, то мне легче будет объяснить актеру, что он должен как бы не то чтобы испытывать, а что он должен видеть. Ты перечислил? Нет, Салтанат. Так не получается. Я же с ней расписан. Я забыл тебе сказать, что я женат. «Стрельба в 11-м микрорайоне» – 6-й полнометражный фильм Адельхана Ержанова. Картина новая во всех смыслах. И по творческому подходу, и по стилистике. Каждый новый проект – это новые задачи. И необходимо с командой, с художником как бы договориться, выработать единую стратегию, чтобы мы были настроены на одну волну. Потому что «Стрельба в 11-м микрорайоне» – это не «Чума в ауле Каратас». Это нечто другое. Цвет играет в эстетике кино Адельхана Ержанова важную роль. Изобразительными средствами режиссер раскрывает скрытые смыслы чувств и эмоций героев. Красное – это цвет героини. Чайник в комнате героя, яблоки на столе – все это напоминает о ней. Желтые детали символизируют тоску Салтанат по дому. Это цвет уюта, домашнего тепла. Странный мир героев 11-го микрорайона – отголоски артхаусного прошлого режиссера. И в то же время это новая, сложная задача для художника-постановщика Ермека Утигенова и его помощников. Что касается художника, это единственный из постановщиков, который работает на всех моих проектах. То есть он всегда выбирает с бюджетом, без бюджета, голодает он или нет, он всегда работает со мной. С самого начала они сидят, разговаривают, потом она уходит вообще из кадра. А в прошлом кадре они собираются? А в прошлом кадре просто собираются, да. И так получилось, что мне нужен был оператор, который обладает творческой жилкой, который нестандартно смотрит на вещи и при этом умеет работать быстро и умеет работать со светом. Главный посыл фильма – это любовь. Она важнее всех искусственных вещей – денег, выгоды, корысти, карьеры. Поэтому в изобразительном решении концепции фильма важна естественность, натуральность. А это, в свою очередь, предъявляет особые требования к работе со светом. Режиссер задумал добиться ощущения естественного, природного освещения.
Оператора пришлось искать долго, ведь фильм располагает скромным бюджетом. И все же Адильхан нашел того, кто отвечал его требованиям. На фильм был приглашен оператор из Казани Айдар Шарипов. Он предлагает варианты, он ищет и делает это все очень быстро. То есть мне понравилось, как он работает со светом. Это меня абсолютно устроило. Мне понравилось, что он понял концепцию, он понял на философском уровне концепцию. Это самое важное, мне кажется, для оператора и для художника. И то, как он ставит свет, ну, это просто то, что для меня нужно. Он стоит около шкафа, она сидит около стола. Он средний план, она уже общий, да? Она более общая. Как жизнь? Ну, как сказать. Как всегда, наш фильм продюсеров не устроил. Ну, как бы это не то чтобы новость, это нормально. Съемки фильма завершены. Начался монтажно-тонировочный период. Фильм «Стрельба в 11-м микрорайоне» создается по заказу частного фонда «Астана Фильмфонд». Его цель – открытие и поддержка новых лиц в казахстанском кинематографе. Для Адильхана Иржанова и Серика Абишева это первый опыт такого сотрудничества. И в то же время это творчество, но в границах требований заказчика. Стоит маска на переднем плане, сзади полицейские, патрульные машины проезжают. Сказали, что это немного, ну, вводит какой-то своеобразный мир. Да, своеобразный мир, и этот мир, он как бы не нравится продюсерам, да. Не, я понимаю, что это требование продюсеров надо убрать, но я хочу немножечко слов просто напомнить о том, зачем они нужны. Это как пунктирные такие точки. У нас 3 плана, связанных с этим условным, как ты сказал, странным миром. И все эти 3 плана, они означают переход из одной части фильма в другую часть. И именно эти планы определяют ритмическую, определяют эмоциональную составляющую фильма. Без этих планов структурно фильм будет ущербным. Я, как продюсер фильма, все время спорю с ним и пытаюсь убрать какие-то планы, какие-то даже сцены, которые не соответствуют зрительскому кино. Но Адильхан с этим не всегда согласен, и из-за этого у нас постоянно идут споры. Сможет ли новая картина Адильхана Иржанова соединить разнополюсные жанры, артхаус и зрительское кино? Время покажет. Но, несомненно, это будет свежий и нетипичный взгляд режиссера на жизнь современного казахстанского общества. Чего я больше всего боюсь, это исписаться. Это когда тема перестает тебя трогать. Поэтому я всегда совершаю для себя неожиданные какие-то вещи. Логично было бы, если бы я продолжал снимать, ну, что-то в духе Чумы, Хозяев. Но я пытаюсь говорить о том же, но только захожу с другого фланга. Потому что так для меня, наверное, более честно. Для меня более честно работать с разными жанрами, но говорить о тех идеях, которые меня волновали всегда.